Дорогие, добрый вечер, Сердик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». И сегодня у меня обзор посылки от онлайн-магазина Tikitex. Пришел мой небольшой заказ, и я хочу вам показать, что я заказала и какие у меня покупки. Скажу вам, что пришла она очень быстро. Это тоже ивановский трикотаж. На 6 минут. Да. И мы теперь посмотрим. Так, и, друзья, мы распаковали, чтобы не шуршать пакетами. Смотрите, какая толстовка. Просто мы в этом магазине не заказывали ничего, и мы не знали, поэтому сделали вот такую вот покупочку. Ибрагим посмотрел. Ему очень понравилось. Действительно, посмотрите, какая она теплая. Прям вот действительно теплая, теплая, хорошенькая, толстая, как раз на эту погоду. Очень, как Ибрагим за кадром сказал, мам, какая она классная. Вот. Ему будет очень, очень тепло. Может, ты оденешь ее? Показать? Да. Возможно. Ну, сейчас посмотрим, уговорим его одеть ее. Вот такая вот толстовочка. Да, друзья, у них очень много есть чего в магазине. Зайдите сами, посмотрите. Мы заказали, в принципе, только то, что нам нужно, и как-то пробное. Как раз Танзила у нас была, когда я делала заказ. Ей очень понравилось вот это вот платье. И мы ей заказали это платье. Тоже очень красивое. Оно такое трикотажное, не тонкое. Как раз Танзила любит вот такие вот платья. Не шебуши на микрофон. Ой, извините. Вот. Сейчас посмотрим, что тут. С одной стороны вот такой вот разрезик. Вот такие вот качественные швы. Вроде бы все хорошо. И на ощупь материал очень такой хорошенький. Как раз тоже вот в такую погоду, как сейчас. Вот такое платье для Танзилы. Вот. В следующий раз приедет. Она и позавчера уезжала, тоже поехала с обновками своими. И звонила вчера мне, говорит, мам, мне какая пижама классная, которую я ей покупала уже в другом, конечно, магазине. И заказала я вот такие вот вафельные 3 полотенчика. Они мне очень понравились, вот с такой вот лавандой на кухню. Тоже, как Ибрагим, как нынешняя молодежь говорит, классные. Вот такие вот красивые вафельные полотенчика. Вот. Как я сказала, у них в магазине очень много разных вещей. Вы сами зайдите, посмотрите. Может, выберите, что вам нужно. Там и постельные принадлежности, и кухонные принадлежности, и одежда, и белье, и колготки, и детское, и для мужчин, и для женщин. Все, покрывало, полотенце, много чего там есть. Вот. Ну и вот такие вот колготочки я заказала для Аишки. Ну это, наверное, ей будет только на вырост. Наверное, я не угадала с размером. Скорее всего. Так, ну пусть будет на вырост. Вот так вот, друзья. Значит, зайдите, если вас заинтересовало. Я ссылку оставлю в описании, закреплю в комментариях. И заказывайте. Я вижу, что я не прогадала с заказом, потому что действительно и толстовка, и платье, да, и колготки мне очень понравились, и полотенчика тоже. И надеюсь, мне кажется, что я еще буду там заказывать для своих. Тем более вот такие вот толстовки мне нужно заказать. Как вы знаете, у меня еще 3 мужчин в доме. Поэтому я еще буду брать у Tikitex еще делать покупки. И вам тоже рекомендую. Друзья, как я в прошлом ролике говорила, я уже у Заловки. Здесь мы сейчас готовимся к встрече гостей. К нам сегодня едут гости, девочки, ну, племянницы, которая вышла замуж недавно, и едут знакомиться ее свекровь, ее родственники с нами, с нашими родственниками. И мы вот готовим вот такие вот подарки. Это
коробках на каждого человека вот такие вот коробки с фруктами и вот такие вот подарки в виде посуды. Это будет им дариться, когда они будут уходить обратно. И вот у нас идет подготовительный процесс, мы к этому готовимся. Ну вот, друзья, как я сказала, у меня не было времени в тот день, чтобы много снимать, поэтому я вот заскочила, чтобы вы были в курсе, что и как у нас происходит. Столы накрыты, девочки тут старались, а мы тут, женщины, на кухне отдельно. Просто у меня не получилось снимать, девчонки, потому что надо было готовить. Я готовила там голубцы, жарила котлеты. Тут, видите, шахматный торт. Спрашивали тот раз, что за торт. Это ореховый. Ну и вот почти гости на подходе. Нам уже сказали, что гости едут. И уже все надо готовить, ставить понемножечку. Я как бы кусочками, как смогла, так и отсняла. Вот, друзья, гости уже пришли. Но у меня действительно не получилось снимать их, как они заходили. Мы их вот усадили тут с гостями. Мы до того, как бы сесть за стол, уже познакомились, представились. Вот за стол и я села моя заловка, моя свекровь, можно сказать так. И вот это все 6 человек, их было с их стороны, приехало. И мы вот так вот за столом общались, угощались и знакомились, провели очень хорошо время. Это бабушке кольцо привезли, да? Бабушке и маме. Захочешь, привезут, да? И, друзья, объясню вам, что происходит и происходило. Значит, наша невеста, как бы вот первый раз, когда едет обратно к своим родителям, то везет подарки тоже. Вот она тут привезла в подарок бабушке кольцо и постельный комплект. Обычно бабушкам, конечно, кольцо возят, но не всегда. Кольцо обычно возят только маме девушки, невесты. И вот она привезла подарки, и вот все, что происходит, это вот она вот распаковывает подарки и показывает, кому что привезла. Значит, бабушке, как я сказала, постельный набор и кольцо, маме кольцо тоже, с бриллиантами, по-моему, было, и костюм привезла маме, также папе привезла костюм, брату, сестричкам, короче, всей своей семье по каким-то подаркам они везут. Ну и обратно, конечно, им тоже дарят хорошие подарки. Девочка в красном платье, она и есть девчонка, которая вышла замуж.
Papa qui В Волгограде пожили. Вот здесь. Побежали. Все. А еще куда ты идешь? Ага. Мы собираемся на рынок, да, Иш? Куда мы с тобой едем? Айрзал? Айш? Что идем? Привет! Привет! Мы едем гулять, да? Да? Куда мы едем? За подарком от Марины. Эй? Едем за подарком от Марины, За каким подарком? которые сказали купить. А? Заполнить? Куртку заполнить, что ли? Ну что, запомни. А, так, это Мадина на работу себе курточку покупает. Аиша, Аишка, а ты что покупаешь? Ерзал? Что тебе понравилось-то? М? Кухтачёв, халчёв, говорю. Кикук. Это там такой крой, что ли, что сверху, спереди короче, а? Аж кремовый, аж халеш. М? Я бы, например, брала, если бы брала бы длиннее, конечно. Это весной, осенью, а зимой длиннее. Сдаяха просто. А? Ну, жирная. Полная, а не жирная. Орехку. Красивая. М? Не, мне та больше понравилась. Мне это больше понравилось. Ну что? Что там смущают? Не знаю. Хозентоз. Эти кофты как для клоунов. Начали выпускать. Да, Иш? Ну, яркая, красочная. Вот это красивые. Не знаю, мне не нравится. У вас совсем другие вкусы, девчонки. А какая? Вот костюмчики красивые тоже, Ага. смотри. Ну, вот это еще ничего, мне нравится больше даже, чем то, что ты показывала. Красивые, теплые. Смотри, еще такое. Сейчас, что, давай, я не присняла. А это нет, это мне не нравится. Мне вот эти понравились кофточки. Аж ходи, да.
Вот теплые водолазки. Тебе не нужны водолазки? А ну достань вот эту. Пока ничего не хотела брать. Не белую, а вот кремовую. Сюда, сюда, сюда. Ага, ну или эту, или ту. Нет, вот это вот с белым что. А, это прям... Ты же мне 2 худи купила, поэтому я пока ничего не хочу брать на руку. Все? Больше не будешь мерить? Что ты хочешь? Включи ей камеру. Девочка снимать хочет. Это ж Да, я Аляечка. Между прочим, канал ее снимать она должна. А сколько? Не хочет она. Значит, нормально имя. Суасуну хосет. Ну, померяй еще, если хочешь. А, нет. Ага. И так это жить, унылая и серая. Хоть кофточкой можно Разнообразить кофточкой. Да, фогалурха куртку. Сейчас я не смогла заставить. Что ты хочешь, Аишка? Уф, ой. Застегни ее, так поднять. Эшка, смотри, котик. Котик в магазине. Оф, М11. Вот это полнит тебя, конечно. Нет, только без пояса. Будет очень тепло, но вот сзади хосточало. Ты... Неудобная, да? Ну, тогда лучше черную взять. Тоже красивое платье. Кардиганы, да? Тебе же дороже, Но тут на меня ничего нет. нет, я имею в виду вообще дороже. Можно я лежу? Это вязаные теплые. Двойка, по-моему. Вот это черное красивое платье. Нет, не это, а вот это. Вот это красивое. Тёплое. Можно было на работу тебе купить. Вот нравится. Так, теперь в обувном магазине. А что ты хочешь? Жмыштихах. Не вот эти вон? Вот эти, что ли? Уф, Эмадина, какие они страшные. Удобнее. Это было носить не надо. Ивана Ивигель, 37-й, 38-й. Мадина, я лахтарочка, если хотя бы хозах меришь. حبيبك بس حبيبك ياتي Жидкий. لقي لاتري ой, каблуки, девочки, моей молодости. Вообще-то я, наверное, только лет 5-6 вообще-то с таких каблуков слезла. Не то что в молодости, и зрелости тоже. Всю жизнь любила обувь на каблуке.
Но, увы и ах. Красота. А? На ноге не такие страшные. Не такие страшные, да? Не знаю. Мне всегда хотелось, не хотелось, мне всегда думалось, что молодые должны быть на каблуках. Мадина, в твоем возрасте заставить меня одеть вот эту обувь, наверное, было бы очень трудно. Когда я последний раз носила? А Зях, я, по-моему, уже лет только 5 как с каблуков слезла. Да. У тебя и сейчас, в принципе, каблуки. Ну, вот с таких каблуков, со шпилек, с высоких. Вот такую обувь я никогда в жизни, например, не носила. Я- всегда замуж выходила. Я всегда их носила, всегда. Что бы мы ни говорили, вот когда оденешь вот такой вот каблучок, туфельку на каблуке, босоножку на каблуке, Ну не зимой. совсем на другой маршрутке, вид. Домой. Совсем другой вид одежды. Ну, в принципе, да, теперь, конечно, в них удобно. Но меня все равно в твоем возрасте бы их не заставить одеть. Хоть удобно, хоть на маршрутке. Наверное, поэтому и ноги болят. Что постоянно была на каблуках. Я не была, но мне это не было. Тебя все равно болят, да? Ну ладно. Ну, эти мне еще нравятся, но вот то, что... Я вот такие ботинки взяла, но их неудобно в школу. Почему неудобно? Я покороче хочу, чтобы вторую обувь сделать. Теперь пойдем тебе подарки покупать? Ерзу? Пойдем подарки тебе покупать? Так, ну, Мадина калоши купила. Галоши. Ну, так, ничего Да, вроде бы, так смотрится. Закрывается они красивые, вот это открывать некрасиво. Да, вот так еще более-менее. Ой, нужно маленькими шагами. Видишь, что Как японки ходить, да? Как гейши ходить. Аиша, долго вехас подарки покупать? А Мухаммеду что мы купим? Ну, я Мухаммеда ничего не куплю, углу. Да, тут тетя Марина прислала Аишке и Мухаммеду денежку на Новый год. Хоть Марина говорит, хоть вы и не справляете Новый год, но детям подарки надо покупать. Я говорю, мы не будем ничего делать. Она говорит, ну, пожалуйста, от моего имени хотя бы побалуйте внуков. Так что теперь будем тратить Маринину денежку, да, Ишка? Хайерзу? Да, Хайерзу, мамега? Пойдем? А что мы будем покупать? Что ты хочешь? Детский мир надо идти? Сейчас сначала мы ей обувь посмотрим на рынке, а потом Ага, детский мир. ну пойдем тогда. Будем ботинки покупать? Да? Одевайте шапочку. А Олешка? О, Аишки ботиночки купили теплые, да, Аишка? Вот такая. И шапочку с манишкой. Хайерзу, мамига? Аишка? А, хайерзу? Ой, курдет он просто уже. Хайерзу? Аиша? 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 Здесь хайерзу? Робота хочешь? Да? А я бесишь. Наверное. Куда, мама? Куда, у нас? Мама хозахет. Какой красивый. Отхожу, мама. Какой выбираешь? Какой тебе надо? Не рвись меня, не рвись. Не рвись. Аиша. Отца выбрать вес, не два. Один. Возвесь меня, не рвись. Не рвись. Себе волар вес. Ботик. А вот кнопка.
Все, круг пришел. Выбрали? Аишка, выбрала? Мадина, поправи этот капюшон. С такого зеленого цвета ханяй хохцар. Ай? Мы что? Салатового цвета. Ну да. Куртка Мухаммед, серая. что ты выберешь? Фецви. Тебе робот. Фецви Мухаммеда. М? Фёрсу. Мухаммеда, фица. Музыку заблокировать, да бегай. Ай? Афиез, Генке. Право. Сюда. 9 месяцев. Мухаммеда, вот это? С лошадкой камельки. Розовый. Синий знаю, что дохлый. Как вы считаешь, он немецкий минимум? Поскольку он? 700. 700? Елочку ты гивил. Ох ты, грязь. Почему? Вилочка, да? Да? Аишка, что мы будем кушать? Что мы будем кушать? Аишка. Вот мы с Аишкой пришли поесть гамбургеры, да? Наггетсы. В кафешку, короче, зашли. Аиша, поехали кушать. Вот, наконец-то кушать. Кушать. Терерия. Ух ты! На стол Амиехпа. Ага, вот так. Давай на бумажку. Вот так. Что мы тут заказали? Наггетсы, бургеры и картошка фри с водичкой, да? Не полезные вещи, да? Ну, год один раз можно. Эшка, не трогай, Эшка, не трогай. Сейчас что-нибудь положу. Эйша, хайерзу. Аська, эту ты хочешь? Мы же купили уже тебе. Ну, сейчас вот картинку лучше. Она гитару тут показывает за 3000. Это букварь тебе еще рано, Аиша. Вот занимаемся. Держи, моя. А, Куклы лол. о. Вот с 4-5 лет для маленьких непосед. А еще нет. 4. Пойдем сюда со своей коляской, Аиша. Кто это? Кто это? Это Дахкык. Мышка. Аерзу? Не тяни. Мышка. Мышка. Мы в детском мире. Тут уйма игрушек, уйма одежды. Всего, что душа пожелает. Аишка, закончили мы покупки? Да? Что мы купили? Много купили? Ой, хорошо. Это нам не надо. У нас есть у Мухаммеда бутылки. Дорогой здесь, Ёж. Нам тетя Галя прислала бутылки. Нам не надо. У Мухаммеда есть, не надо. А вот этот ёршик. Он дорогой. Сколько? 200.
Пойдем, Аишка, пойдем. Пойдем? Что мы не купите? Все, мы все купили, что нам надо. Теперь мы домой идем. А? Домой пойдем? Сейчас в последнем магазине и домой. Пока Мухаммад не проснулся. Хоть мы приехали, да, Аиша? Поиграли, покупочки сделали. Что ты купила? А ну покажи, что ты купила. Вот тетя Марина прислала денежку, да, Аишка? Да. И что ты купила? Что тебе купили? А ну покажи, что это тебе. Помаду Аишке купили, да? А ну покажи помаду, а ну-ка. А ну-ка. Ну давай, распакуй, покажи. До всего этого добраться. Ладно, это будет долго. Это что? Это кому купили? Это Мухаммеда? Лучше. Это Мухаммеда стульчик для купания, да? Детское сиденье для купания. Вот такое купили Мухаммеда. Да? А это чье? Это тебе купили шапку? Да? Ага. А ботинки? Ты грязные принесла, поставила, да, для обзора ботинки? Надо, говорит, мыть ботинки. Вот такие вот ботинки Аишки купили. Вот такую вот шапочку с этой манишкой, или как она еще называется. Что еще тебе вам купили? Вот такие вот игрушки. А ну покажи игрушки, покажи. Вот так вот. Вот. Будешь называть каждую... Этого Мухаммеда будешь учить, как называются эти животные. Видишь? Тут барашек, корова, лошадка, курочка и поросенок. А ну где там курочка? Покажи курочку. Вот. А корова где? Нет, корова. Это лошадь. Вот корова. А поросенок где? Вот поросенок. А это кто? Это барашек. Это лошадь. Да. Не знаю. Так, Аишке еще купили вот такие вот шоколадки, да, Аишка? Это тебе купили же? Да. И купили Мухаммеду вот такой вот паровозик. Да? Ну-ка, давай, вынимай. Вот так, вот такой вот. Вот хасак. О, ой, какой паровозик Мухаммеда купили. Держи, а то он убежит. Ну все, выключайте его, выключайте. Выключай, Аиша, выключай. Доставай своего. И Аишке купили вот такого робота. Аишка, говорит, давно хотела, чтобы ей купили робота. Хотя Аишка у нас его называет хоботом. Ой, шустрый робот у тебя. Роботы же обычно бывают такие замедленные. У Аишкин робот, как и сама Аишка, робот быстрый. Ну все. Аишка, передай теперь привет тете Марине, передай. Привет, спасибо. А я Луза? Спасибо. Ну ты повернись и так скажи. Спасибо. Спасибо. Вот так. И поцелуйчик тете Марине передай. Передай тете Марине поцелуйчик. Вот так. Ну все. Марин, спасибо огромное. Но у нас еще денежка осталась. На это они что-нибудь еще себе сделают. Ну вот, друзья, Мадина с детьми уехала. После них, как всегда, бывает много чего нужно делать. Убралась везде. И решила нам на ужин приготовить кукурузный хлеб сыскал. Ну, наверное, с картошкой и
с творожной подливой. Посмотрим, короче говоря, с чем он будет. Пока я просто буду делать кукурузный хлеб. А там уже по ходу посмотрим. Значит, что нам нужно для этого? Духовку я уже включила. Так, интересно. Наверное, я камеру опущу. А нет, нельзя. Так, значит, духовку я включила, друзья. И теперь будем делать наш кукурузный хлеб. Для этого мне нужно килограмм кукурузной муки, 3 яйца, 2 столовые ложки топленого масла, 2 столовые ложки растительного масла, чайная ложка соды, чайная ложка соли и литр молока. Так, сейчас мы это все перемешаем. Значит, сюда соль и соду. Так, 2 ложки масла растительного. Также топленое. И 3 яйца. И все тщательно перемешаем. Ну вот, друзья, мы тщательно перемешали все наши ингредиенты. Получилось, видите, вот так вот. Если вы хотите, чтобы чурек был немножко мягче, то муки берите кукурузный грамм 800. Или знаете как даже? Не сразу в муку молоко, а в молоко муку сыпьте, и как будто бы вот густая сметана можно сделать. Тесто консистенции густой сметаны. Тоже делается так, но мы так не любим. Вообще у меня, по идее, в семье, я уже как-то говорила, показывала, любят именно наш сыскал по старинке. Без молока, просто на воде. И чтобы прям вот была корочка такая, прям хорошая корочка. Но в последнее время мы начали его готовить вот так вот. Потому что у меня в основном мальчики едят кукурузный хлеб в молоке. Так, теперь все, перекладываем форму. Я уже смазала пергамент, положила пергаментную бумагу и смазала маслом. Ну, в принципе, можно и без бумаги. Наши бабушки, наши мамы, да и мы раньше, в принципе, готовили этот хлеб не в духовке, а наверху в сковороде под крышкой. И тоже прекрасно получалось, делали. Но сейчас со временем все усовершенствуется, все переделывается. Как я сказала, такой у нас раньше был крепкий такой хлеб кукурузный прямо, потому что его нужно было долго хранить. Молоко там тоже не было необходимости, потому что действительно они же куда-то в горы, куда-то собирались, брали с собой этот чурек, брали с собой сыр, кусочек соленый или творог соленый, топленое масло, потому что, в принципе, все время как бы по горам ходили, добывали себе еду, охотничали, и поэтому нужно было, чтобы и кукурузный хлеб, и все, что у них есть из питания, сохранялось подольше. Вот, поэтому делали без молока, без ничего, просто на воде. И был такой прямо вот с крепкой корочкой, с такой. Вот. Ну вот, и сейчас уже в разогретую духовку, ну, примерно на 180 градусов. Ну, посмотрим,
смотря как, где-то минут 40, иногда и час печется, иногда 30-40 минут. Ну, я сейчас на интерес засеку и скажу вам, за какое время он у меня испекся. Так, друзья, пока печется мой хлеб, я поставила кипятить молоко, хотя уже и хлеб у меня готов. Отварила я картошку, поставила кипятить молоко, потому что Ибрагим у нас любит чурек сыскал с молоком. И мы будем делать сейчас подливу из топленого масла с творогом. Сейчас я покажу это все. Сначала масло поставим, чтобы растопить. Можно и сливочное масло, если не у всех бывает топленое масло. Просто растопить сливочное масло и вот так вот творог размять, добавить соль, добавить яйцо. И по ходу я вам сейчас покажу дальше. И сейчас же мы сделаем еще тоабир. Это тоже творог, но только уже со сметаной. И покажу вам все вместе в процессе. Так, ну вот, друзья. Я вот так вот накрошила творог. Это у меня сметана домашняя, свежая. Вот сюда мы кладем творожок наш этот. И готовим тоабир. Творог со сметаной. Немножко посолим. И перемешаем. Это очень вкусно, особенно с домашней сметаной, друзья. Это просто бомба. Вот все. Так, это одно готово. Теперь приготовим вторую. Масло нужно хорошенечко накалить. Как я сказала, в творог я положила одно яйцо и щепотку соли. И теперь горячим маслом будем заливать творог. Так, и вот масло наше раскалилось, и мы теперь заливаем наш творог вот таким вот горячим маслом. Конечно, мне и тогда писали, что это жирно. Да, это жирно, но вот так вот ели наши предки такую пищу. Вот кто не хочет такую, будем сметана с творогом. Вот так вот. Ну, больше тут не нужно масла. Все. Вот эти вот две подливы готовы. Ну, подлива, я не знаю, как даже назвать это. Подлива, соус, я не знаю. Картошка готова, короче, молоко тоже. Все, у нас ужин готов. Сейчас я буду накрывать. Достанем из духовки наш хлеб. Вот такой он получился. Видно? Вот. Да. Я снимаю. Да? Да. Так. Хлеб получился вот такой вот. Вкусненький. Он еще горячий. Сейчас я, короче, уберу пергаментную бумагу и подключусь. Ну и вот такой вот ароматный хлеб у нас получился. Он прекрасно испекся.
И в духовке он у меня простоял, мои дорогие, ровно час. Так, сейчас немножечко отставим его. И, вы знаете, я купила у нас картошку, но она настолько разваристая, что я даже не знаю. Так, потихоньку мои мужчины собираются. Вот, посмотрите, как разварилась картошка. Много воды вообще нельзя наливать. Нужно немножечко налить и как бы на пару ее варить, потому что если, как обычно мы варим картошку, если я наливаю воду, то там просто какой-то клейстер получается. Вот я не пойму, для супа, для борща, в принципе, это картофель не годится, по-моему. Так, все пришли с работы. Ну, действительно, картофель такой, смотрите какой. Вот так вот. Так, теперь для Ибрагима нужно молоко. Так, мы сейчас покажем хлеб в разрезе. Я его никогда не режу ножом. Я говорю, не режу, да, вот так вот разламываем. Тем более он горячий. Смотрите, какой он получился, мягкий. Так, кто-нибудь посмотрит, видно, что там видно, показываю я. Мягкость моего хлеба видна? А? Вот. Ой, он горячий. Корочка есть, а внутри он очень мягкий. Видите, как кекс. Так, Ибрагиму нужно вот сюда вот. Вот так вот. Смотри, видно там, я показываю. Правда, когда кидается в молоко, конечно, уже хлеб должен быть остывшим, холодным. Это как бы любимые блюда нашего Ибрагима. Ему даже тортик не надо, лишь бы был вот кукурузный хлеб и молоко. Вот, ну, 2-3 минутки вот так вот он постоит, и корочка размякнет, разбухнет. Нет, так невкусно. А, то есть прямо вот корочкой ходит. Вообще-то да, я же говорила, что корочку больше любишь. Давай ложку дай мне. Вот. И это тоже было любимое блюдо моего мужа. Он завтракал именно вот таким вот кукурузным хлебом с молоком. На, первый пошел. Забирай. Вахил. Да, гештолд. Так. Иди. Что ты хочешь? Еще хлеб тебе? Аромат какой, запах какой, вы просто не представляете. Так. Так, ну и вот, друзья, вот такой вот у нас ужин. И спрашивали, как это нужно есть. Можно сюда же макать вот так вот картошку, но тут она очень разваристая, вот так вот макать и есть. Также можно макать этот же хлеб туда и тоже вилкой, руками. В основном мы туда ее руками макаем. Макаешь туда, кто ест, например, с этим соусом, с маслом. И со сметаной то же самое. И картошка туда же макается, и макается это же хлеб туда. И это очень вкусно. И в прикуску, если есть зеленый лук, то лук. Если нет зеленого лука, то обычный белый репчатый такой вот лук.
И действительно, друзья, это очень вкусно. Готовьте, ешьте, пробуйте. На этом я свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия.